W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niechaj będzie pochwalony Najświętейший Sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa. Niechaj będzie pochwalony Najświętейший Sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa. Niechaj będzie pochwalony Najświętейший Sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa. O Jezu najmilosерднейший, Твоя доброня без конца я скарб была невычерпания, безмежно доверяю милосердности Твоей, якая понад все Твои справы. Отдаю Тебе с царствами безоговорочно, как таким чином жить имкнуться до христианской досконалости. Горячо жадаю поширать Твою милосердность раз виконання справ милосердности, як для души, так и для тела, особливо клопочучися про навертання грешников, несучи утешение тим, кому потребна допомога, хворим и засмученим. О Jezu, оховуй mnie Twoją własność i swoją chwałę. I choć czasów ja drżę od strachu, świadomляючи swoją sławę, ale w той же czas безмежно веру в милосердность Твою. Нехай же все люди своечасово познають безконечную глубину Твоей милосердности, доверят Твое и прославляют Тебя навеки. Jezu милосердный, присутный сирот нас у Найсвятейшем Сакраменте, приходит на початку этого Нового года, как просить Тебе в наших сердцах. Дякуем за все отриманные ласки и перепрошаем за грехи наши. Просим Тебе за душу чистую, терпящую и законающую. У тишине доверим все наши просьбы на этом набоженстве. Особливым чином интенции сегодняшнего дня хочем просить Тебе, Пане Иисус, о Твоей милосердности для наших парафиян, для всех людей, которым мы обещали свою молитву на початок нового года 2022. Как мы завжди имкнулися быть людьми, которые хотят делиться радостью и супокоем. З дзённіка святой сестры Толстой. Сёння я почула такие словы. Бачиш, якая ты слабая, и коли ж я змогу на тебе различивать? Я отказала. Езу, ты завсёды будь со мной, бо я твое маленькое дитя. Езу, ты ведаешь, что робят малые дети. Отче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди благодатство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего, что дённого, дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим. И не угодь нас в спокусу, але избав нас от злого. Witaj Maryja, pełna łaski, Pan z Tobą, błogosławionaja Tymi żeńszynami i błogosławiony plod łonia Twojego Jezus. Святая Мария, Матерь Божия, молися за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Wieru w Boga i Ca Всемогутного Stworителя неба и земли, и в Иисуса Христа, Сына Его Одиного, Пана нашего, який був зачатий в Духа Святого, народився з Деви Марії, замучений при Понтскім Пілаті, укрижований, помер, був похований, зійшов до Отцвані, на третій день воскрес померлих, узійшов на небо, сядить праворуч Бога і Отца Всемогутного, оттуль прийде судить живих і померлих. Веру Духа Святого, святый Костел католицкий, едность святых, отпущение грехов, воскрешение тела, житие вечное. Аминь. Отче Предвечный, обверую Тебе тело и кровь, душу и воскрес, наимилейшего Сына Твоего и Пана нашего, Иисуса Христа,
Папира просить за грехи наши и всего свету. через Его болезные муки, Будь милосердный до нас и до всего свету. через Его болезные муки, Будь милосердный до нас и до всего свету. через Его болезные муки, Будь милосердный до нас и до всего свету. через Его болезные муки, Будь милосердный до нас и до всего свету. через Его болезные муки, Будь милосердный до нас и до всего свету. через Его болезные муки, Будь милосердный до нас и до всего свету. через Его болезные муки, Будь милосердный до нас и до всего свету. через Его болезные муки, Будь милосердный до нас и до всего свету. через Его болезные муки, Будь милосердный до нас и до всего свету. через Его болезные муки, Будь милосердный до нас и до всего свету. Отче предвечный, верую Тебе тело и кровь, душу и Господь, наимилейшего Сына Твоего и Пана нашего Иисуса Христа. Папира просить за грехи наши и всего свету. Через Его болезной муки, Будь милосердный до нас и до всего свету. через Его болезной муки, Будь милосердный до нас и до всего свету. через Его болезной муки, Будь милосердный до нас и до всего свету. через Его болезной муки, Будь милосердный до нас и до всего свету. через Его болезной муки, Будь милосердный до нас и до всего свету. через Его болезной муки, Будь милосердный до нас и до всего свету. через Его болезной муки, Будь милосердный до нас и до всего свету. через Его болезной муки, Будь милосердный до нас и до всего свету. через Его болезной муки, Будь милосердный до нас и до всего свету. через Его болезной муки, Будь милосердный до нас и до всего свету. Отче предвечный, верую Тебе тело и кровь, душу и Господь, наимилейшего нашего и Пана нашего Иисуса Христа. Папира просить за грехи наши и всего свету. Через Его болезные муки, Будь милосердный до нас и до всего свету. через Его болезные муки, Будь милосердный до нас и до всего свету. через Его болезные муки, Будь милосердный до нас и до всего свету. через Его болезные муки, Будь милосердный до нас и до всего свету. через Его болезные муки, Будь милосердный до нас и до всего свету. через Его болезные муки, Будь милосердный до нас и до всего свету. через Его болезные муки, Будь милосердный до нас и до всего свету. через Его болезные муки, Будь милосердный до нас и до всего свету. через Его болезные муки, Будь милосердный до нас и до всего свету. через Его болезные Будь милосердный до нас и до всего свету. Отче предвечный, верую Тебе тело и кровь, душу и Господь, наимилейшего Сына Твоего и Пана нашего Иисуса Христа. Папира просить за грехи наши и всего свету. Теле Его болезной муки, Будь милосердный до нас и до всего свету. теле Его болезной муки, Будь милосердный до нас и до всего свету. теле Его болезной муки, Будь милосердный до нас и до всего свету. теле Его болезной муки, Будь милосердный до нас и до всего свету. теле Его болезной муки, Будь милосердный до нас и до всего свету. теле Его болезной муки, Будь милосердный до нас и до всего свету. теле Его болезной муки, Будь милосердный до нас и до всего свету. теле Его болезной муки, Будь милосердный до нас и до всего свету. теле Его болезной муки, Будь милосердный до нас и до всего свету. теле Его болезной муки,
будь милосердный до нас и до всего свету. Ойче спрадвечный, ахвяруем Тебе тело и кровь, душу и воскость наимилейшего Сына Твоего и Пана нашего Иисуса Христа, как превратить заходи наша и всякого свету. деле Его болезной муки, Будь милосердный до нас и до всякого свету. деле Его болезной муки, Будь милосердный до нас и до всякого свету. деле Его болезной муки, Будь милосердный до нас и до всякого свету. деле Его болезной муки, Будь милосердный до нас и до всякого свету. деле Его болезной муки, Будь милосердный до нас и до всякого свету. деле Его болезной муки, Будь милосердный до нас и до всякого свету. деле Его болезной муки, Будь милосердный до нас и до всякого свету. деле Его болезной муки, Будь милосердный до нас и до всякого свету. деле Его болезной муки, Будь милосердный до нас и до всякого свету. деле Его болезной муки. Будь милосердный до нас и до всякого свету. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny. Zmiłuйся над нами и над всем светом. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny. Zmiłuйся над нами и над всем светом. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny. Zmiłuйся над нами и над всем светом. Кровь и вода, якая выплыла з найсвятейшего сердца Иисуса, як крыница милосердности для нас. Доверяю Тебе. Кровь и вода, якая выплыла з найсвятейшего сердца Иисуса, як крыница милосердности для нас. Доверяю Тебе. Кровь и вода, якая выплыла з найсвятейшего сердца Иисуса, як крыница милосердности для нас. Доверяю Тебе. Иисус, Доверяю Тебе. Иисус, Доверяю Тебе. Иисус. Доверяю Тебе. Святая сестра Фаустина, Молись за нас. святый Ян Павел II, Молись за нас. святый Архангел Михаил, Молись за нас. благословленный ксенз Михаил Сапожко. Молись за нас. Молитва на сусветный день миру Папы Павла VI, просячи об супокою в наших серцах, в наших семьях, в нашей батьковщине и на всем свете. Пане наш Боже, для Твоей ласкавости Ты створил людей, как они были соудельниками Твоей хвалы. Благословляем Тебе и дякуем Тебе. Ты послал нам Иисуса, Твоего милованного Сына, и учинил Его в пасхальной таємниці крыницей всякого спавления и спокою, позицію всякого братерства. Дякуем Тебе за жадання, намагання і чини, які Твой Дух спокою обудил в наш час, как звенить ненависть любовью, недовер зразумением, обыяковость солидарностью. Еще больше открой наш рот и наше сердце на потребу всех людей, братов, как мы что раз больше становились будовниками спокою. Пам'ятай, Отче милосердності, про всіх, хто працює, терпить і помирає, намагаючися надати світу більш братній характер. Нехай Твоє володарство справедливості, спокою і любові з'єднає людей кожної раси і мови, а земля нехай наповниться Твоєю хвалою. Амин. Таємницю сакрамента, восхваляй наші серці, тратить постороннее право, Боже новый заводе, что нам розум не тумачить, свято веры принясе, Богу вечному Утройцы, прославление и хвала, и Отцу и Сыну разом, Творцу вечного життя, Духу, что гріх походить, Отцу вечного святла. Амин. Молимся. Боже, Ты в найсвятейшем
sakramencie покинул нам исповедь своей муки. Просим Тебя, да поможи нам так ушановывать святые таемницы Твоего тела и крови, как мы завсёды отчували плен Твоего откупления, яки живешь и молодаешь на веки вечные. Аминь. Я прибігли пастухи в Вифлеєм, заспівали пісню, що і ми п'яєм. Слава на вишинях, слава на вишинях і спокой на землі. Слава на вишинях, слава на вишинях і спокой на землі. І спокой кланяйся всеяmu, отдали пошану Богу нашему. Слава на вишинях, слава на вишинях і спокой на землі. Слава на вишинях, слава на вишинях і спокой на землі. U imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pan z wami. І з Духом Твоїм. Новий год
уже наступил, ведаем, это вообще День добра. Костел сегодня, вспоминая на День добрый, урочистость Богородицы Марии. Чему Богородицы Марии? Мы почуем у молитве над дарами, что от Марии взял початок збавления свету, бо она приняла это Божие Слово, про якое мы сегодня так само будем слухать. Эту святую мшу справую за Матвея, просячи Божого благословения, потребних ласки, опеки, здоров'я, з нагоди Дня народзінаў, а так само за усю сям'ю. Перапросім Пана Бога за ўсе наши грехи, каб мы могли годно зложить гэтую найсвяцейшую ахвяру. Спавядаемся Богу Всемогутному, и вам, браты и сестры, что зграшил я вельми, думкою, словом, учинком и занепанием. Моя вина, моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу найсвятейшую, завсёды Панну Марию, усіх анёлов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за меня, до Пана Бога нашего. Нехай змилуется над нами Бог Всемогутный, и отпустивши нам грехи, доведе нас до життя вечного. Аминь. Пане, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Христе, смилуйся над нами. Христе, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. А на вышинях Богу, а на земле супокой, людям доброй воли. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе. Дякуем Тебе, великой хвалы Твоей. Пане Боже, Богородице небесный, Боже, Отче всемогутный, Пане Сыне одинородный, Иисус Христе, Пане Боже, Барану Божий, Сыне Отца, який береш на себе грехи світу, змилуйся над нами, який береш на себе грехи світу, прийми моління наше, який чадиш праворужайця, змилуйся над нами, бо тільки Ти святий, тільки Ти наш Пан, тільки Ти найвищий, Єсу Христе, з Духом Святим у хвалі Бога Отця. Аминь. Молимся. Всемогутный и вечный Боже, светло вечного люду, ласкаво наполнил весь свет Твоею хвалою, и дай познать Тебе. Боже, Ты проздявочее материнство Найсвятейшей Панны Марии, одарил людей ласкою вечного славления. Дай просим, как мы спознали заступництво Твой, раз якую приняли Твоего Сына, крылицу життя вечного, який с Тобою живе и владарить едности Духа Святого, Бог празднуй все веки вечные. Аминь. Читание книги Вихов. Промолвил Пан до Моисея, кажучи: скажи Аарону и сынам его, так благословляйте сынов Израиля, кажучи: нехай благословляет тебе Пан и оберегает тебя.
Тебе. Нехай Пан розпромінить своє обличчя над тобою і одарить тебе ласкою. Нехай Пан скерує на тебе свой погляд и одарить тебе миром. И буду закликать имя Мое над сынами Израиля. Я благословлю их. Это Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Нехай Бог змилується над нами. Нехай Бог Змилується над нами. Нехай Бог змилується над нами і благословить нас. Нехай сяє обличчя Його над нами, как на землі ми спознали Яковую дорогу, між усіми народами Його збавлення. Нехай Бог змилується над нами. Нехай веселятся и радуются все народы, бо ты судишь народы по воле правды, и племенами на земле керуешь. Нехай Бог змилується над нами. Нехай славят Тебе все народы Божа, нехай славят Тебе все народы, нехай Бог нас благословляет, нехай боятся Его все межи земли. Нехай Бог змилується над нами. Читання послання святого апостола Павла до Галатів. Брати, коли надійшла повнота часу, послав Бог Сина Свого, народженого от женщины, подпорядкованного закону, как откупить тих, хто подлягав закону, как мы отримали усиновление. А покольки вы сыны, Бог послал в ваше серце Духа Сина Своего, який воскликає: Абба, Отче. Тому ты уже не раб, а сын, а коли сын, то есть подкоренца Божия. Это Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя. Шмат разов промовляв Христі Бог дайцов наших праспророков. У гэты апошние дни промовил до нас про Сына. Аллилуйя. 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 Пан з вами. И с Духом Твоим. Читання Святого Євангелія Павла Луки. Хвала Тебе, Пане. У той час пайшли пастухи, спяшаючися, і знайшли Марію і Юзапа і немовля, якое лежало у яслях. А коли убачили, розказали тое, що було обвешано їм про гэтае дзіцятка. І усе, хто чув, дивилися тому, що розказували їм пастухи. А Марія заховувала усе гэтыя словы і розважала у серці своїм. І вернулися пастухи, прославляючи і хвалючи Бога за усе, що чули і бачили, так, як їм було сказано. І коли минуло 8 днів, як обрезати дитя, дали йому ім'я Єсус, якое було названо аньолом перед його зачаттям в лоні. Гэта слово Пана. Хвала Тебе, Христе. Сегодняшняя литургия, заканчивая великое святкование октавы Божьего народжения. И цікаво, она заканчивается у первый день Нового года. Але гэты пачатак Нового года и есть пачатком того, что отбылось, памятаете, калі у ночь, калі мы отправляли святую мшу, так званую пастерку. Бо Евангелие, Слово Божие, і знову нас кірує до гэтага моменту у житті.
У той час пайшли пастухи, спяшаючися, і знайшли Марію і Юзефа, і немовля, якое лежало у яслях. У костеле все отбывается нибудь такая спираль, по якой крутимся и медленно поднимаемся у гору. У моей родинной парафии, у костеля, как войти на хор, то треба идти сходами, которые крутятся вокруг бетонного столба. И целый час так крутятся. Мы, администранты, вельми часто туда бегали, как звонить звонами, которые там не электрические, а звычайные, это было трогать, механические, нападзаные силой людской. Мы, как министранты, бегали там на этих звонах вельми часто. И не позвонить, а так само, как на них покататься, бо великий звон, там, как важит 500 км, его разбує, что вельми долго звонить, не можно висеть и кататься. Цікава річ була. У нашому житті нас так само хоче Бог розвеселить, дати нам якусь радість, тому розтягує цей момент пригожого Божого народження на 8 днів. Але це Слово Боже сьогодні незвичайне. Сьогоднішнє Боже Слово, як поглядим, почули його на початок пастухи. І що вони зробили? А коли убачили пастухи, розказали те, що було обвіщено їм про це дитятко. І усі, хто чув, дивились тому, що розказували їм пастухи. Слово Боже, яке прийняли пастухи, звичайним людським серцем, не мудріші, бо це були люди, які зовсім ніякої науки не проходили у школах. Вони там нічого не зналися. Виконували звичайну працю, якою були послані, як я сказав, колись, це була праця найгоршого чоловіка, який пасів овець, або, як ми чуємо, пасів свинь, так само це праця неудячна. Ці звичайні люди приймають це, приймають Слово Боже з серця. Це Слово дає їм стільки радості, що які люди на цій радості діляться, не можуть його удержати в собі. Мы часами идем по улице и смеемся, то есть подошел, чего ты смеешься, расскажи, как сам надо посмеяться. Может быть. А не это что-то такое. Часами человек так сидит и припомнит какие-нибудь анекдоты, какие-нибудь интересные моменты своего жизни и начинает смеяться сам себе. Тяжко навіть часами сдержаться, але треба себе часами похамовать, когда ты находишься в какой-нибудь супольности, как сказали, на кисти дурачок, сам себе смеется. Вот так часами может быть в нашем жизни. Вы поглядите, а Марія так само почула це слово, відомо, що прийняла це слово. У Марії це слово узросло і принесло плод великий, через Ісуса Христа. А Марія, далі все, що бачила, вона не розказує, як це все відбулося з зв'язкуванням, з народженням Ісуса Христа, з перешкодами, як це було з Юзефом Святим. Марія, все Слово Божє, те, що чує, заховує в своєму серці. Сьогоднішня урочистість Богородиці, вона не завжди була такою назвою ім'я. Колись у хрестилі означалося на 8-й день свята обрезання Ісуса Христа. Обрезання Ісуса Христа. Коли минуло 8 днів, як обрезати дитя, дали йому ім'я Ісус. Ми так само маємо своє ім'я. Я маю Ян ім'я. Своє ім'я треба увидіти так само пригожа вимовляти. Але ми це ім'я отримали колись від наших батьків. У який спосіб? Ну, може, ми ведаємо, може, ми не ведаємо, як батьки вибирали. Ведаємо, що є такі люди, що, наприклад, як хтось народився у день і був спомінок когось святого, то давали ім'я этого святого. Ведаємо, що є такі люди, що, наприклад, мають 3 хлопчиків і 3 хлопчиків називають іменами архангелов, чи Рафал, Михал і Гавриил. Ведаємо, що некоторые выбирают ім'я, открывают колода, закрывают очи, тыкают пальцем, глядят. Мария, тут хлопчик, а тут Мар'яна. І все, у такий спосіб ім'я вибирати. А як ваше ім'я, коли вам батьки вибрали? Чи ви коли-небудь інтересувалися у своїх батьків, як наше ім'я? Чому? Бо для Пана Бога наші імена вельми важні. І вони не грають якоїсь ролі. Поглядите, як було ім'я вибрано до Яна Хрестителя. Була традиція велика, що в роді нікого з таких імен нельзя було давати. А когда народжается Иоанн Хреститель, ловит в эту традицию. И Захар говорит, я ему буду на имя. И тогда развязываются ему путы языка, и начинает прославлять Бога, бо умел принять это Слово Божие принесло отповедный плод. А у Иисуса Христа, Иисусу Христу именно дал я, мы докладно прочитали.
якое было названо анёлом перед его зачатием. Вот такое. Браты и сестры, для нас Бог, наши имена, які носит, приготовил уже колись. Спрадвеку. Нас еще не было в планах, наших батьков не было, наши имен уже на нас чекали. И может при некоторых именах, и батьки выбирают, может крутиться, может такое имя, может там 10 ще дедуля, бабуля показывает. А это все есть у замеры Пана Бога. У замеры Пана Бога. И треба принять имена такие, какие есть наши пригожи, вони дадены нам Паном Богом. Сегодня так само мы приходим, как Пан Бог обрезал нас. И колись святыми отбывалось обрезывание, а потом отошли от христиан. Почему? Потому что до христианства начали люди приходить не только с народу выбранных, которые были обрезаны, а были так само такие, которые были похоронены. И сказали апостолы, что не добро, как мы их утягивали в свою культуру. Есть написано докладно в Святом Писании в одном из посланий святого Павла Апостола. Недобро. Ну и все. И от этого момента начали принимать людей у христианства с их своей культурой, а верить в того самого Иисуса Христа. Мы сегодня так само не называем себя людей, которые не знают тайно на вере, на костеле католическом, когда скажешь, ты католик, а ты поляк. Який поляк? Я католик. Я католик тут, когда в Беларуси, я католик там, в Америке, я католик там, в Немчах, и так далее, и так далее. Я католик, католик не означает, что поляк. А некоторые люди приписывают. Если ты католик, ты уже все маешь какую-то национальность. Не, браты и сестры, это не так. Бо быть католиком, або быть православным, это и есть наша вера, яку нам батьки передали. Мы верим в того самого Иисуса Христа, який народился, який пришел на свет оправдать. И сегодня есть обрезывание дитяти. Нас так само Бог повинен обрезать. А не який способ? И образая каждый раз Словом Божьим. Но когда чиним послание до Гаврею, прочитаем, яким есть Слово Божие. Острейшее, чем меч, а меч заостренный с двух сторон. Это еще острейшее. А якое острое? Так, что можно отделить от кости шпик. Есть, можно было, когда я больше працевал, можно было своим шпиком делиться с людьми, которые идешь отповедение процедуры, там если шпик побирают и дают людям, которые хворают там, на разные хворобы, как больше здорового тела их появилось. И заправды. А это медицинский способ. А Слово Божие образує так прецизійно, так докладно, есть шпиком. Чому? Бо про це Слово Боже обтягом тих некільких днів ми почуємо ще третій раз пророк Яна. Учора ми на закінчення Старого года читали, на початку було Слово, і Слово було Бога, і Богом було Слово. Завтра, а докладно другу неділю Божого народження, будемо і знову читати. На початку було Слово, і Слово було Бога, і Богом було Слово. Так само прочитали у перший день свята, на початку було Слово, і Слово було Бога. Тягом 9 днем читаем 3 раза Слово Божие. Это очень важно. Мы сегодня почули 3 читания. 2 читания Евангелию. Так само проспевали еще Псалм. Это Слово Божие 10 у нас было. Что это Слово Божие, может, отбилось от наших ушей, отбивается как горох от стенки, отскакивая с оправды. А мы уже его приняли. Бо сегодня мы уже повинны обрезать уши этих кассеток, не слухать каких-то северных речей. Вот то, что человек слухает, так и поступает. Тем, чем человек живет и не делится. Что это неправда? Это правда. Когда мы будем только слухать добро и добрые речи, стараться робить, то мы с нас это будет нормальным нашим поводом життя людського, как это добро. А когда мы будем только шукать ненависти, подлости, эгоисти, тогда Бог будет выходить, даже как мы хотели до кого-то добро подвести, нам будет выходить в наш намер. И нам будет проявляться. Издалека познать. Человек має все це супокою, чи не має. Сьогодні переживаємо святовий день супокою миру. Це супокою перше чоловік повинен бути в нашому серці. Це супокою Марія мила в своєму серці. Бо вона усі ті слова Божі, які чула, не розуміла, а не чула і заховувала в своєму серці. Ми шмат чого не розуміємо в нашому житті. Але ми повинні почути це Слово Боже, його прийняти. Бо коли ми його приймемо, навіть його не розумієш, Ангел пришел до Марии, Мария, Господь в твоем лоне дитятка народится. Мария не разумея, а так само не задає питання, Пані Боже, як це буде, я ж сам никому уже не познав ще. А ні, Ангел сам говорить, тлумачить.
Дух Святый зайдзе на цябе, і тое, што народзіцца, будзе святым святым. І сёння, браты і сёстры, падчас кожнай святой імшы, падчас росту Дух у нас сышоў. І мы з'яўляемся тым, чым есть Бог народзіцца. Мы принимаем Слово Божие, оно родится у нас. Это Слово Божье является, когда мы принимаем самого Бога, принимаем Иисуса Христа. И когда мы этим Иисусом Христом, этим Словом Божьим делимся, то мы являемся мы сыновьями Божьими. И тогда Мария является правдой нашей Богородицей. Но мы являемся так само можем этим Богом, этим Словом Божьим делиться. А с тем, братья и сестры, на початок этого нового 2022 года жадаю того, что нам сегодня пожадал Моисей, говорячи да Аарону и сынам Ягове. Так благословляй сынов Израиля, кажучи: нехай вас благословит теперь Пан и оберегает, нехай над вами распроверит свое обличие и одобрит вас ласкою, нехай скируя на вас свой погляд и одобрить миром, и будут закликать имя мое, Бог каже, над сынами Израиля, а я благословлю их. Веруйте на Господа. Створителя неба и земли, всего важного и неважного, и водиного Пана Иисуса Христа, Сына Божьего одинородного, Зайца народженного, перед усими веками, Бога от Бога, святло от святла, Бога соправдного от Бога соправдного, народженного, а не створенного, одиносутного Отцу, братья Бога еще сталося, и Он для нас, людей, и для нашего славления, зашел с неба и утеловился от Духа Святого, с Девы Марии, и стався человеком, укрыжованный так само за нас, при Понским Пилате, был замученный и похованный, и на третий день воскрес поводле Писания, и взошел на небо, сядить праворуч Отца, и снова придет в славе судить живых и померлых, и о благодарству не будет конца. Веру в Духа Святого, Пана и Животворцу, який Зайця і Сина походить, якому разом з Зайцом і Сином належить поклонение и хвала, який промовляв праз пророков. Веру в один святый католический апостольский костел, вызнаю один хрост для отпущения грехов, и чекаю воскрешения померлых и життя вечного в будущем свете. Аминь. На Бога, який про своего Сына, народженного з Марии, стал одним из нас, вознесем раз заступництва Богородицы, супольные молитвы и просьбы. Молимся за пастору костела, как нарушенные процветания, виконує з вірою, як радостю. Тебе просимо. Выслухай нас, Пане. Молимся за наш народ, как заступництво Божої Матері, оховала нас від всього злого і умацовувала у житті згодно з Євангелієм. Тебе просимо. Выслухай нас, Пане. Молимся за усіх матей, как їх аграрну працю завсёды ценили і поважали. Тебе просимо. Выслухай нас, Пане. Молимся за усіх дітей, как вони були послухняними своїм близьким і возрастали у вірі. Тебе просимо. Выслухай нас, Пане. Молимся за тих, для кого Новый год почався со смутку і терпіння, как вони отримали полегку і сутешення. Тебе просимо. Выслухай нас, Пане. Молимся за нас тут собраних, как в наших сім'ях панувала єдність і згода. Тебе просимо. Выслухай нас, Пане. Молимся за Матвея у день народзінаў, з нагоды Дня народзінаў, просячы Божага благословения, патрэбных ласкаў, здоровья души и тела, а таксама апекі Маці Найсвяцейшай для яго і сям'і. Тебе просім. Выслухай нас, Пане. Дякуем Табе, Пане, за надзею, якую
нам дає заступництва Святої Богородиці Марії, научи нас брати приклад з її у нашому щоденному житті раз Христа, Пана нашого. Аминь. Дева святая, Сына колыхала, широко любовью, так я мучала. Люленьки, люли, ты мое дитятко, люленьки, люли, ветка немовлятка. Люленьки, люли, ты мое дитятко, люленьки, люли, ветка немовлятка. С неба аллюй, на землю прибудьте, и с упокою весту нам не будьте. Люленьки, люли, Божа наша солнце, люленьки, люли, володаря сконцы. Молитесь, как мою и вашу, я взгляду принял Бога и Отцу Всемогутнее. Нехай вам Бог примет офяру с рук твоих на прославление и хвалу имя Своего, от Оксана на корысть нам и всему костелу святому. Милосердный Боже, Ты крылица и здійснення всіх добрих справ. Поврочистость Божей Матери, дякуем Тебе за початок нашего разбавления и просим, как мы с радостью дочекались Его природу, раз Христа Пана нашего. Аминь. Аван с вами, И с духом Твоим упору сердце. узноши меня, Пана. Дякуем Пану Богу нашему. Бог это и справедливо. Naprawdę godna weta i sprawiedliwa, słuszna i zbawienna, jak my za wszelkie i wsiudy Tobie składali podzięki. Panie Święty Ojcze, Wszechmogutny, wieczny Boże, i jak my oddawali Tobie należną chwałу, błogosławiali Ciebie i proslawiali, odznaczając uroczystość Najświętszej Maryi, zawsiody Dziewy. Яна простеяние Духа Святого зачала Твоего одинородного Сына, и заховываючи хвалу Тя Господа, дала свету спрадвечное святло Иисуса Христа, нашего Пана. Раз Яго Твою величь прославляют хоры ангелов, якие завсёды радуются перед Твоим обличием. Просим, как и наши голосы научалися до них, разом диві усликаючи. Святый, 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 а Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей, осанна на вышине. Благословленный Той, кто приходит у меня, Пана, осанна на вышине. Справді, Боже, Ty święty i sprawiedliwa chwalić Ciebie все Twoje stworzenie, bo przez Syna Twojego Pana naszego Jezusa Chrysta, dziejstwem mocy i Ducha Świętego, Ty все оживляешь и освещаешь, и неспоменно збираешь народ свой, как от усходу сонця і до заходу складав імені Твоєму чистую ахвяру, тому в єдності з усім костьолом, в найсвятейший день, коли благословленная Мария в непорушном девотстве народила свету Збавца, праз Яго покорно молим Тебе, Аминь. Освяти моцею Духа Твоего какие дары, какие мы принесли Тебе на ахвяру, как старицем, телом и кровью Сына Твоего, нашего Пана Иисуса Христа,
який нам наказав здійсняти эту таємницю. Бо он тую ночь, коли був виданий, взяв хліб і подяку Тобі складаючи, благословив, ламав і роздавав своїм учням, кажучи: «Берите і їжте з этого всього, бо це есть тіло моє, яке за вас буде видано». Podobnym czynem po wieczerzy wziął kielich i podzięku Tobie składając, błogosławił i podał swoim uczniom, każąc: «Bierzcie i pijcie z jego все, bo to jest kielich krwi mojej nowego i wiecznego zaповеtu, jaka za was i za mnogich będzie prolita w dzień odpuszczenia grzechów. Это czynicie na moją pamięć». Это великая таямница веры, опершаем смерть Твою, Пане Иисус, признаем Твое воскресение и чекаем Твоего прища в хвале. Panie, wspominający zgwałczują ruchu Twojego Syna, tak samo jako cudowne воскресение i niebowszechcie, i czekając Jego drugiego przyjścia z podziaką, składają Tobie эту живую и святую офяру. Взгляд бросив на дар Твоего Костела и прими его як офяру, якой Ты пожелал быть умилостивленный. Дозволь, как мы, взносленные телом и кровью Твоего Сына, наполненные Духом Его Святым, стали одним телом и одним Духом у Христе. Нехай Он сам учинить нас вечным даром для Тебе, как мы смогли отрывать спадщину с выбранниками Твоими, najpierw z Najświętejszej Pannej, Bogorодицей Марией, со святым Юзефом, ее обранником, со святыми апостолами Твоими, славными мучениками Твоими, со святым Архангелом Михаилом, нашими ангелами-охотниками и всеми святыми, про заступництво яких мы сподіваємося на Твою нестомную допомогу. Просим Тебе, Пане, нехай гэтая ахвяра нашего поєднання принесе всему свету супокой и избавление. Будь ласкавый умацовать у веры и любови Костел Твой, який перекривує на землі, со слугой Твоим, папом нашим Францишком, біскупом нашим Юзефом, с усими бискупами, всем духовенством и всем народом Тобой откупленным. Будь милостивый до просьбы этой семьи, якая по Твоей воле стоит перед Тобою. О добрый Отче, ласкаво з'єднай с собою всех рассеянных по свете детей Твоих, наших померлых братов и сестер и всех, кто в ласке Твоей отошел с этого света, милостиво привил благодарство Твое, где и мы сподіваємося быть, образаны зими, завсёды радоваться Твоей хвале, праз Христа Пана нашего, праз якого одорваешь свет усялякими добротами. Праз Христа, с Христом и у Христе, Тобе, Божа Ojcze Всемогутny, у jedności Ducha Świętego, usia paszczana i chwała, razu się jaki wieczny ja. Сын Божий стал się человеком, как мы могли стать детьми Божьими, тому полные вдячности осмеливаемся казать: Отче наш, который есть в небе, святися имя Твое, приди благодарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, яки мы отпускаем виноваты наши, и не уводь нас в спокусу, ale zbaw nas od zła. Просим Тебе, Пане, збав нас от всего злого. Дай ласкаво с упокоем дни наши, да поможи нам в милосердности Твоей, как мы были завсёды вольны от греху и захованы от всякого неспокою, чекали исполнения счастливой надеи и прийстя Спасителя нашего Иисуса Христа. Бо Твое благодарство и моц и хвала навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грехи наши, але на веру Костела Твоего, и будь ласкавый згодно с Твоей волей, одарить его супокоем и едностью.
які живеш і володариш на віки вічні, супокой Пана, нехай завсюди буде з вами. И с Духом Твоим. Передайте ближньому знак супокою. Баранку Божий, який береш на себе грехи і світу, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи і світу, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи і світу, одари нас упокоєм. Ось баранок Божий, ось той, хто бере на себе грехи світу, благословленные, покликанные на вечернюю Божию. Аминь. Я не варта, как ты вошел до меня, а не скажи только слово, и будь оздоровлена душа моя. Иисус наш маленький, очаровательный, блаженнющий, Бога воля, не дала студентки, блаженнющий, Бога воля, не дала студентки. Бо была так бедна, пусточку одну, полила, прикрывшись сеном, дева Бога Сына. Полила, прикрывшись сеном, дева Бога Сына. Не было колыски, ни подушки только, Сыну я сено поклала, сено под голову. Сыну я сено поклала, сено под голову. А дитятка плачет в жолобе тихенько, надо зябко и так твердо силится стояла. Надо зябко и так твердо силится стоянка. Розпачевший матуля, я слезам не виться. О мой сыне, Божа воля, что ж тебе не спится? О мой сыне, Божа воля, что ж тебе не спится? О, ведь плакать, сынку, жаль
Досить мне тае покуты, что я в сердце маю. Досить мне тае покуты, что я в сердце маю. Молимся. Боже, доброчистость Анны Марии, Мати Сына Твоего и Мати Костела, мы с радостью приняли Наисвятейший сакрамент. Дай просим, как Он да помог нам досягнуть життя вечного, через Христа Пана нашего. Amen. Сегодня перший день Нового года за прочитання або відспівання гімну до Духа Святого можемо отримати відпуст, який можемо дарувати або дарування кар якихось часових своїх, або за когось близького помірного. Прийди, Створитель, Дух Святый, наведай верников своих, наполни лаской звышини, сердце, что спораны тобой, названы Утешителем, ты наивысший Бога, життя криниця и любовь, и узмацнение наших душ. Ты посылаешь щедрот, но маешь силу отца, брат Сына объятцами нам, ты множество мову промовлял, своею ласкою освяти сердце и разум нашия, и сердце нам озарить, и наши цноты узмацняй. Ты злого духа отгони, и с упокоем одари, за все ты за бояти, и прощение грешным дай. Дай простяги найца познать, дай и шлях до Сына покажи, ты дух любви и хвали, верим Тебе во все часы. Богу Отцу хвала завжди, и Сыну воскресному, судья жителю дає, хвала на вечный явяки. Амен. Пожелание уже вам складал, кто-то еще вам больше сказать. Маем ведь радость, соправдную радость. Соправдная радость берется с каждого прожитого дня, из каждого минулого года. И видите, какую радость христиан має з життя вечного. Я себе задаю что-нибудь питание и не знайду, не могу знайти отказу. Что святкуют люди, которые не верят зовсім у Бога? Чи вони святкують хутке виходить до світу, свою смерть? Цікаво, що їх чекає після смерті? Ось питання. Я їх порівняв до такого чогось, що можна залізти на 18-поверховий будинок, пригнути його і з радості считати балкони, скільки ти віриш на спасти конца, пока ти летиш. Стільки радості буде, скільки ти успієш прочитати. А ми, брати і сестри, ми вже така радость так само маємо, але ми маємо більшу радость того, що нас чекає після цього життя. І ця радость напомагає. Може, маємо шмат смутку і проблем, тяжкостей, але нашу радость у нас ніхто не забирає. Це радость вічна, яка сподвіку нам приготовлена нашим Богом, а Отцом, якого ми називаємо Абба Отче. Прийміть Боже благословення, нехай воно наповнить вас на цілий год
этой сапраўднай радасцю і надзеяй на кожны дзень. Пан з вами. И с духом твоим. Открылись головы на благословение. Бог кривится и початок усялякого благословения, нехай щедро одарить вас своей лаской. И на протягу всякого года заховая вас у добрым здоровью души и тела. Аминь. Нехай Бог заховая непорушность вашей веры, дасть упевненість у надії і вірність у любові, яка допоможе витривати во всіх випробуваннях. Аминь. Нехай Бог заховає у супокої ваше життя і справи, тепер і завсюди вислуховує ваші молитви і щасливо приведе вас до життя вічного. Благословение всемогутного Бога, Отца и Сына и Духа Святого, нехай сидя на вас и застанется назавсёды. Аминь. Идите в супокої Христа. Дякуємо Пану Богу. Святий Архангеле Михайле, Бережи нас у змаганні, будь нам обороною, супроть спокуси і пасток злого духа. Покорно просим, нехай яго знищить Пан Бог, а ты, княжю войска небесного, могутностью Божией, скинь у пекла шатана і інших злих духов, якія на звуку душ снують по світі. Амен. Вчора свячора, Вчора свячора, засвятила зора, засвятила зора. Зора засвятила, зора засвятила, свету звеселила, свету звеселила, свету звеселился, свету звеселился, Христос народился, Христос народился. Люди, поспешайте, люди, поспешайте, Славцу привитайте, Славцу привитайте. Христа народжение, Христа народжение, людям назволение, людям назволение. Нехай буде похвалений Наисвятейший сакрамент, правдивое тело и кровь Пана нашего Иисуса Христа, нехай буде похвалений наисвятейший сакрамент, правдивое тело и кровь Пана нашего Иисуса Христа, нехай буде похвалений наисвятейший